Доброго всем утречка. У нас утро. Маша топит печку. Береста, вон, смотрите, какая. Из-под коробка, из-под куриных яиц. Подкладка вот эта. Ну и дрова, соответственно. Морозы, вот на данный момент морозы отступили немного. И вот такие дрова у нас. Перемешку сейчас и сосна есть, и елка там, немножко березы тоже есть. Вот. Топим печку с утра. Печка вот такая. Уже говорил так-то. Печка называется не чистая, она не русская печка. Вот снизу топим. Можно сверху топить. Но как бы это не полезно. Потому что там как сказать, пачпод, по-моему, называется. Снизу есть такие отверстия, куда угли будут дымоход падать. И вот, соответственно, топим здесь, вот как бы вот это маленькое предпечье. И огонь идет в большую печку, там свод, как у настоящей русской печки. Также эта печка и можно здесь выпекать, и все. Получается, что топим снизу, огонь выходит в большую часть печки, там свод, закручивается, потом идет вниз печки, там обходит внизу, согревает тем более, ну потом поднимается вот по этой стороне, там направо и главный дымоход. Вот так. Там стоит, видите, сидит, смотрит нас глава, так сказать, животного мира дома. Тоже что там копошится. Вот. А Маша растапливает печку. Пока я болтал, она уже все там, в принципе, сделала. Вот. Многие спрашивают еще, почему, говорит, вот здесь ровненько все. О, кирпич так. А здесь вот так. Потому что здесь мы хотели обшить, ну, кафелем. И печник делал, вот до уровня сделал, до этого выступа. И потом говорит, давай, говорит, кирпич красивый, говорит, давай облицовочным будем вот так делать. Не нужно, говорит, ничего, кафель использовать. И вот так и получилось потом. Здесь он советский кирпич на топку. Он вот такой еще. Такой. Вот этот старый кирпич советский, он крепкий. А вот этот, который сверху идет, красивый кирпич, он не выдерживает этого жара в топке. И поэтому вот так получилось. Не очень красиво, правда, но можно, в принципе, заштукатурить или кафелем. Вот. Там у нас лежанка. Вот там. И, соответственно, 90% кто использует эту лежанку. Малыш, куда пошел? Маша, пока я болтал, уже ушла другую печку растапливать. Маленькую. Куда уже я не буду подъезжать. Здесь кастрюля, потом в печку пойдет. Здесь картошка с кашей для Умки и для Айды. Все так я подошел к этой маленькой печке. Вот она тоже 2 комнаты. Эта печка, ну, она такая, гардероб называется, если по-деревенски. И тут зола накопилась уже. Сейчас Маша там. Я просто далеко мне снимать не могу показывать. Сначала золу надо убрать. Эта зола пойдет на удобрение на огород.
Ну, сколько примерно вот этот... Это, наверное, накопилось уже где-то, ну, неделю, наверное, или даже больше. Потому что потом, когда, если эту золу не убирать, потом, как бы, как сказать правильно, Хольман, угораешь. Вроде бы все уже нету углей, закрываешь задвижку, и потом голова начинает болеть потихоньку, ну, плохо становится. А вот когда нету много золы, и быстрее задвижку загреваешь, тем более, и потом печка быстрее согревается. До того, как задвижку не закрываете, печка она не согревается, друзья. Не греет дом. Вот так. Минусы дровяного отопления вот такие небольшие минусы. Я бы сказал, что в деревне дровяное отопление это самое-самое, что не есть. Хороший вариант. У нас, Маша, вот, слушай, я тебе уже, Маша, рассказываю. Кот-пирожчик, там уже, говорят, газ скоро проведут. Ну, а ты бы хотела, чтобы газ здесь проводили? Да. Прикинь, какая классная была, да? Утром встала, Дрова не надо, печку не надо топить. дрова не надо заносить, печку не надо топить. И это самое зола, будь она неладна, да? Наш бандитка там тоже пришел и это самое играется. Вот смотрите, попадаются такие березы, но березы еще такие это. Здесь вот именно на этой печке, чисто вот на этой печке, здесь советский кирпич. Вся печка из советского кирпича. И он вот этот жар более-менее выдержал. Если бы она была полноценная печка, но этот гардероб печка, она сама по себе слабая, тонкая. То есть здесь немного слоен кирпич. Вот. Но все ж таки вот она уже сколько стоит-то? С 99-го года эта печка стоит. Так-то уже тоже порядком уже. Видите, сколько золы уже? Целое ведро. Я вот точно не могу сказать количество времени. Неделя, две, Маша. А, много, да? Да. Месяц, что ли? Да. А, месяц? Месяца нету. На целый месяц это ведро не хватает. Ну, может, это самое. Недели 3. О, от силы. Скорее всего, так. Сейчас растопим, друзья, и эту печку. И в доме у нас будет очень-очень тепло. Смотрите, как устроился наш малышка. Малыш! Малыш! Так лениво повернулся. Имя-то знает, но лень ему поворачивается. Заматерел совсем. Смотрите, какой он. Такой сердитая мордочка у него. Недовольная. Хитрая. Смотрите. О, как тигр какой-то. Лежит на этой, на краешке палати. Вон там у нас палать. Вот здесь печка, да? Там вот палати. Палати. Лежанка такая. Вот там на краешке он. Типа перила, чтобы не упасть. Вот на этих перилах он лежит. Ухом слушает. Малыш.
недовольна, смотрит свысока на нас с Машей. Так, что у меня сегодня на завтрак, друзья? Вот картошечка такая наша пожарила с маслом, со сметаной. Дальше огурчики, чай, шанги, булочки, хлебушек, конфеты. Ну вот, такой скромный завтрак. Замечательный, простой завтрак. Маша говорит, я, говорит, утром только молоко выпила, да, уже не буду присоединяться. Картошечка с этим, со сметаной и с маслом, одновременно со сливочным маслом, вот такая штука. Ну и огурчики, которые мы тоже сами солили. Хрустят. Очень вкусно. Вот хлебушек стараюсь очень мало есть, кушать хлебушек. Ну, потому что физически не очень работаю, и лишний живот тоже уже надоел. Вот это вкусная картошечка с огурчиками. Вот такой деревенский завтрак, друзья. Печка топится. Кот лежит на лежанке. Умка бегает, отпустили ее. Все хорошо, день начинается. Доброго всем дня, как говорится. Вот так. Я вышла кормить собак. У нас здесь намело все. Здесь уже Леша вычистил уже полностью. А здесь у меня еще не убрано. Снег еще вон сколько. Нужно после выйду, вот собак накормлю и почищу потом снег. Ну, Леша с утра пораньше пришел, да все уже почистил. Здесь уже везде чистота, порядок. Но я с утра, конечно, возле дома убрала тоже. Вот, а там возле гаража еще осталось. Вон собачка висит маленькая. Че, пошли? Пошли покушаем. Иди, бегом. Сейчас упаду возле ног. Да, вот, ешьте. Голодные. Сегодня чуть поздно. Вот кормить начала. Маленький такой пузатик уже. Вырос уже, бегает уже. Все дальше и дальше уже. Выходит, бегает. Ешьте. Ну еще вот этот месяц дома еще у нас побудет здесь с мамой. И потом дадим. Вон чай. Милашка такой. Еще имя не дали. Сам хозяин назовет свою собачку.
Шой. Под нос мама сует свой носик. Ну, пусть покушает. Потом Умку буду кормить. И потом ее покормлю и выпущу на улицу. Она каждый день так кормлю и выпускаю. И резвится, потом сама бегает, домой тоже заходит. А потом 2 часа уже и обратно заведу в вольер. Умку вышла кормить, а он взял и опрокинул миску. Сейчас пол собирает. И тоже просится на прогулку. Вот я и выпускаю. Умка! Нашла. Ну, потом до 2 часов погуляет, порезвится. 100 раз домой еще зайдет, да. О, смотрите, рыжий-то вообще не боится Умка. Он задаст ей. Маша уже водички занесла. Давай, нападай. Он получишь ты люлей от рыжего. Он тебя вообще не боится. Ты за дровами, Маша, да? Да, шалюет. Ну-ка другой позови, другой рукой позови Умку. Ну другой рукой позови вот так Умку. Другой рукой. Бьет. Рыжий бьет, не дает. Не дает гладить. Умка ревнует. Умка ревнует, смотрите. Курти. Хулиганка ты, Умка. Вот ты так лаешь, потом рыжий вот дерется. Бандит ты, Умка. Настоящий бандит. Настоящий бандит. Любит, да. То тебе любит дон лечь. Ну иди, опять тебя жарко станет, да упадешь еще сюда. Иди гуляй. Иди гуляй, мама зовет. Иди. Иди, Мунпурье. Он боялся, оказывается. Че, малышка, ушел наш? Бандитка ушла, да? Умка ушла? Ты остался королем, да? В комнате. Ах ты, бандюга. Привет, скажи всем. Вот такой кот. Кот-забияка. Умка убежала. Даже одного дровишку не занесла. Убежал. О, смотрю, Маша больше березовых
занесла, да? Прошлогодние много березовых. Там так складывали, что полоса, и вот подошла полоса березовых. Складывали не очень хорошо мы, это мы виноваты. Ну, Маша дрова заносит. Все, потом вечер уже приближается, друзья. Ну, вот столечко примерно это на сутки. Вот, дров. Маша улыбается, у нас уже вечер. Набегалась Маша дровами со мной, еще и снег еще убрала. Ну, целый день где что-то крутилась. Еще оладьи попросил. Что оладьи сделала? Ну, вечером чаю оладушки. Что ты? Вместе же будем кушать. Вот. Ну, смотрите, сейчас мы сделаем пышные оладушки. Что мы сюда залили? Пачку кефира. Чуть тепленького. Да, кефирчик должен быть немножко как бы тепловат такая. Комнатная температура. И даже чуть-чуть теплее. Вон. Немножко сахара положила Маша и немножко соли. Вот. На горизонте вижу, там яйцо идет в миску. Вот. Вот так. Ну, по-быстрому этот. И сюда мука потом пойдет. Соль где-то, наверное, ложка получилась маленькая, да, чайная? Поменьше. Ну, солим по вкусу, друзья. И опять Маша кладет муку так, сразу из пакета и сразу просеивает. Сейчас еще секретик такой пышных оладушек, сейчас скажем потом. Вот примерно вот такой густоты получилось тесто. О. И соду. Сколько примерно на пачку кефира? Ложка где-то, да? Ложка, чайная ложка. Самый последний момент. Самый последний момент я добавляю соду. Не забудьте это. Это важно. Перемешалось. Но не переущерствуйте. На оладушку тесто не надо сильно перемешивать. А когда она готова, потом вообще не надо перемешивать. Вообще. При испекании вообще не надо. Я уже это самый специалист от Маши. Машину умение знаю. Видите, не стала долго перемешивать и все. Вот так. Зачем так руку делаешь? Зачем? Греет, не греет. Нагревается, не нагревается. А приложи руку к сердцу моему, к груди моей, в районе сердца, там тоже так же горячая.
от любви моей к тебе. Все, я снимаю ты. Он еще это А, не нагрелась еще, да? проверка. Проверочная оладушка там, вон, смотрите, уже готовая почти. И пошли наши красавцы туда, на сковороду. Вот так румянятся наши пышненькие оладушки. Один, наверное, уже первый, который пробный, почти готов. Ну-ка покажи там, как он. О, смотрите. Пышненький. Пышненький. Не обманул я вас. Так, этот, который первый был, созрел. Пробный, который. Все нормально, там он пышненький. И эти дозревают. Дело идет, друзья. И еще такая хитрость, что когда берете отсюда, не перемешивайте тесто с краю, осторожненько берите и на сковороду. И потом, если вот сейчас это тесто перемешать, оладушки не будут пышными. Как с краю Маша берет. Это уже такие маленькие нюансики, но которые очень важны для вот, чтобы оладьи были пышные. Тесто не перемешиваем при жарке. Это второе. Первое, что соду кладем в самый последний момент. Второе, это тесто не сильно перемешиваем даже при как тесто готовим, да? И третье, Муку побольше кладем и не очень сильно перемешивать. Ну Да. вот как бы размешиваем, чтобы мука, конечно, полностью распределилась в этом тесте, а сильно размешивать не надо, как на блины. Ага. И вот, друзья, результат. Далеко ходить не надо, как говорится. Результат налицо. Пышные оладушки. Все идет по плану, друзья. Красивенько. Очередная вкусняшка. Ну, потом я, друзья, выключусь. Это Маша будет там жарить дальше. А мы будем уже там потом пробовать, как на вкус. Ну что, Маша там все еще заканчивает, а я попробую уже, пока с пылу с жару горячие, пышные. Суперские, друзья. Это со сметаной так вообще. Ну-ка, Маша, ты со сметаной попробуй сразу. Я ты снизу беру, там это. Сверху такое. Я тоже, друзья, обожаю сметану, со сметаной. Просто сегодня не буду. И с вареньем тоже люблю. Вот так. Сейчас я эту оладушку доем. Уже. Прямо чувствует. Вообще Вкусный. вкусно, да? Самый простой рецепт. Друзья, этот рецепт берите себе на заметку. 3 секрета. Ну, не секрета, а такого, что надо делать. Не перемешивай сильно, когда готовишь тесто. Не класть соду в тесто в самый последний момент. И слегка... Класть соду, не класть, ты что? Класть. Класть соду в самый последний момент. Не надо там заранее класть. Вот. Потом слегка перемешать. И во время,
процесса жарки самих этих оладушек ни в коем случае тесто не перемешивать. Все. И будут у вас вкусные, пышные, нежные оладушки. Вот так. Ну а наш день сегодня заканчивается вот этими вкусняшками от Маши, от Марии Олеговны. Вот. Ай, что я хотел, в принципе, сказать, да, вы и сами заметили этим видео. То, что есть в доме тепло, это Маша. Есть в доме вода, это Маша. Животные домашние накормлены, это Маша. Я сытый, в тепле, чистый, ухоженный. Забыл еще на сегодня меня и, ну, не в баню, а у нас еще ванную. Я сделал себе ванную для того, чтобы, но в баню тяжело Маше меня таскать. Это тоже все Маша. Вот. Когда-то это строили дом вместе. Ну а теперь все это легло на плечи Маши. И вы, друзья, все, наверное, уже это заметили. И во многих комментариях вы мне это как бы подчеркиваете. Но я это прекрасно знаю. Это, ну, как бы подчеркивать-то не надо. Вот я, в принципе, вот сегодня показал, как Маша, как белка она. Целый день вот с утра. Вот как начинает с печки и заканчивает вот этими вкусными оладушками. Сейчас, правда, она немножко спиной стоит. Ну, потому что еще не готова, да? Да. Я говорю, это самое, может, это самое отложишь, да, говорит, не, закончи, говорит, уже это. Вот. Ну что? Так что готовьте вкусные оладушки. Да. Оладушки и правда очень пушненькие и вкусные. Любит. Да, пушные, видите, ломает Маша, а там еще испеклось. И когда при остывании не становятся этими. Шляпком, как по-русски? Как длинные тонюсенькие Не становятся, да. Хоть даже и они остывают. Вот так. Что, Маша, я потом, наверное, буду заканчивать этот видео такое. День закончился. А что, зимний день-то он очень короткий у нас еще. Немножко прибавился день. Это я не отрицаю. Немножко, чуть-чуть прибавился. Но не в таком количестве, чтобы еще это замечать. Так мощно. Вот. После Василия уже, да, день дает немножко прибавку. Но еще эта сумрачная погода очень быстро темнеет еще. Метели. Маше обратно же много надо снег чистить. Лучше уже морозы, чтобы были. Да, морозы тоже простояли, Маша, до это. Ой, хорошо. Хорошо, но 3 дня сороковник, да, тоже нехорошо. Быстрее уже, чтоб тепло. Ой. Ну все, всем пока. И готовьте тоже так. Ладушки. Еще будет хорошо у вас тоже. Пока-пока, до новых рассветов, друзья. Всем пока. До новых встреч на нашем канале. Все, ждем.